Вот подушки плохо, что без машинки очень много, тут надо прошивать. Ну, варианты вот подушки, смотрите, можно, да? Или красивую аппликацию, или вот очень простой узор, который пришивается. Вот сюда подшили, паркета типа, и вариант изба идет также. Вторую полосочку вот тут подшили. Третью пришиваете до этой опять. И она удобно пришивать, что вы во все это пришили. Дальше во всю эту пришили. И вот типа паркет изба собираются они вот таким вариантом. Это вариант взять, что треугольнички. За основу тоже или треугольничек, или там квадратик. Пришиваются треугольнички. Вариант изба, несколько вариантов избы есть. Можно с треугольничка. Вот вариант треугольника, также он идет, подшивается. Ромбик. Так, можно узор. Делайте, да, вот этот вариант изба, тут, который рассказал. А вот очень интересно, создавать можно, видимо, или выпуклости, да, или углубления туда. Если хотим выпуклость, значит вот так. Располагаем, да, углубление, наоборот, углубление, да, и выпуклость, что, в общем, темные, светлые, как бы, меняются. Очень интересный получается объемный узор. Вот варианты, когда подобрать одного тона, например, да, не зеленый, там темно-зеленый пойдет сюда, наоборот, какой-то другой. Получается, одна по тем же способом собрана, но идет вот немножко по-другому. Вот такой вариант тоже интересный, что идет по диагонали прикладывание этих разного цвета полосочек. Потом очень интересный узор есть и русский квадрат. Вот где-то я вот делала, чтобы вам показать. Вот этот интересный русский квадрат называется сборка. Вот берется ромбик или квадратик, треугольнички маленькие, потом полосочки пришиваются, потом треугольнички на уголки пришивают, и опять полосочки, и завершаются треугольничками. И вот сборка называется русский квадрат. Диагонали или вот лучи, что любые, да, что или по диагональке собираются уже полосочки. Очень интересно, пестрая дорожка, так вообще простая. Полосы разные, какие у вас есть полосочки одной ширины. А потом разрезали их и складываете. Представляете, там получится вообще очень интересно. Прям такую собираете, потом нужную длину выбираете, квадратик, да? Вот так их уже разрезали и приложили. Называется очень такая простая пестрая дорожка. Ну вот вариант, например, звезда. Я просто уже расположила, не стала пришивать, что лучше подберу потом еще темно-зеленое, темно-синее, соберу другой. А вариант вот такой ромбики. Очень много вариантов, что очень. Вот все лоскуточки можно пустить в дело. И поэтому вот, раз подушку сложно, мы решили, что наподобие, да, соберем прихваточку. Вот, например, этих полосочек, что типа изба, разные варианты. Туда синтепон. Вот здесь этот как раз паркет. Он идет обычно вот так вот, все идет туда. Серединки нет, а вот так вот собираться наподобие. Вот такие, что варианты разные. Вот этот русский квадрат, кругленькие какие-то, они даже идут как подставка под горячие. Поэтому какую хотите, ну и совсем простой вариант. Те же самые, да, просто подушечка для иголок, игольница. Ну, там синтепончик уже надо набить. Поэтому вот, а вот еще вариант, смотрите, кухонная, это мне уже было, уже давно подарили, она висит. Такая кухонная прихватка, это, и как прихватка, и у меня тут даже эти, что-нибудь, записочки, какие-то кармашек такой повесил. И вот такая висит. Да, более сложный, что вариант, вот можно собирать вот из таких вот как бы, да. Они тогда вот и отдельные собираются элементы. Здесь вот так защипывается, здесь делается ответ, туда набивается синтепоном и соединяются потом. Вот эти самые делали сороки-то. Тоже раз взяла очелье так, сделала, наложила, что у меня есть. Потом эту, и вот вам платочек, шапочка. Получается очень удобный. Или такое, что и самые лоскутки, и что у меня есть уже. Из этой мелочи так собираешь очелье, потом подбираешь этот. Получается лоскутное шитье хоть куда уже. 18, наверное, у меня. Выкройка на 18. И тут 18, что квадратик обычно делаешь, да? И тут 18. 17 на 18 на 18, ну 20 на 20, ну там Они посредственно пошьется прихватка туда. получается. Ну, в итоге получилось, значит, 15. 15, У меня поменьше, наверное, там было. Ну, 15 тоже, 15 и 2 там. Это, да, у нас такая оптимальная, наверное. Да, что она вот так получается, что да. Что 18, если вот брать, там ушьется туда, она получается такого размера. Так, по шаблону вырезаем. Так. Все равно, смотри, вот туда, тебе лишь бы было вот, смотри, вот это Все основа. понятно. Я поняла версию. Это основа у нас будет, да? Да. Квадратик в серединочку.
какой-то вырезаете, потом треугольнички подбираете, и потом пошли полосочки, потом идут вот эти, закрываются 5 уголочками, и так идете сколько надо вам, пока не подберете для своего квадратика размер. Ясмина, сначала нужно вырезать все элементы. Да. Ну я, например, соединять. вырезаю и начинаю соединять, потому что потом вроде и прикидываю, когда просто не на подшитое, уменьшаются в размере. Все равно не учтешь там, сколько ты прошьешь. Потом я вот потом ткани, вот эту часть делаю, а потом подрезаю. Марина, ты основу опять? Да, я опять у меня тряпочка. Лучше потемнее. Да, вот это потемнее нормально, вот это закроешь, а потом будем вязать. Такая сторона, чтобы это была. Тут еще такой. А там внутри что у нас? А, он на основе на какой-то что-то Ну там там внутри. это, набивала. Как мягкий такой, да? Что А тут крупочка. у меня да, вот эти дошила, я вам показать, что, которые были, выкройки-то были у меня сделаны, но не дошиты А, вот были. эти выкройки. Вот эти два, которые у меня были раскроены, я их дошила там. А сюда квадратик вот вообще вот такой надо, небольшой. Иначе вот такой большой, так уже ничего не успеем и разложить. Чтобы побольше собирать, маленький-то, вот смотрите, квадрат, а это треугольнички. Так, мы здесь, вот в этом варианте, откуда начинаем? С краю или с центра? Нет, с середины. С серединки все тоже начинаем. Даже сделано очень интересный, да? Можно даже вот эти одинаковые, эти разные, Да, да, да. например. Смотрите, И вот так же и тут подбирайте можно. прям как хотите. Вот начиная с этого квадратика и пошли. Приспособление для резки ткани именно для лоскутного шитья, да? И даже это и режет, да? Вообще, смотрите, полосочки такие ровненькие, да? Так, Наконец-то квадратик Ой, получился. квадратик вообще какой. как здорово. Да, смотрите, специальный, да? То есть вот это Теперь треугольнички будем делать. роликовый нож Нож и на этой и самой. коврик для резки. Специальный. Они прям вместе или по отдельности вы подбирали, да? По отдельности все. А, можно Все отдельно по подбирать? отдельности, Или на больше, нож. как Ножи, такой, да? конечно, разные бывают, не только такие. Есть без, это с запасным лезвием. Это Сейчас я не я уже испортила. То есть линейка здесь, угловые линии, диагональные, прямые. Удобно. А на этой радиусе. По вот этим сторонам квадратика. Это надо было поменьше. Вот это можно еще было, да, что? Ну пусть у вас потом в следующий раз будете знать, как можете что-то еще. А так, видите, вот подошла это. Первое всегда будет. Не, нормально, да. Или даже сначала прошейте и прогладьте. Потому что чтобы подбирать, потом действительно уберете, так нам видеть сколько. Вот теперь вот так берете и прошиваете аккуратненько. Вот эти все. И прогладите. Приложите, потом мы увидим, сколько это. Это моя. Покажи ее хорошенько. Это она покрывала, я шила. А, вот это из этих покрывало отдельное, да? Так вот буду так вот друг за другом. Здорово. Тут еще такие темные, с темным материалом. На ленты нарезается ткань, рядышком ставите. Всё Потом они вот пришивается уже- вместе, такой получается кусок, и потом Кусок шапон прямоугольный. такой, Разрезают, да? Да. Потому что иначе тут совсем из мелких, да? Вот такой прямоугольник делали, и вот так разрезали по диагонали и развернули. И Представляете? развернули, да. И следующий так, то есть вот надо раз, два, три, 4 прямоугольника собрать, пополам разрезать. Мелкие детали удобно вот этой резать. И ровно сразу. Не надо рисовать ничего. Так, квадратик или полоски по краям. Нужно прогладить. Что лучше другого цвета, иначе не выделяется. Или швы надо прогладить. Можно вот швы, так, вот такие меленькие, так вас они, да, не разгладить. Просто вот Широкий шов, то его... теперь это лишнее обрежьте вот аккуратненько, выровняйте. Она же еще тут шиться будет. Ну так шиться, так чтобы ровненько, чтобы вы куда-то там не закосили потом. Что будете шить, по краю пойдете и скос пойдет. А вы лучше сейчас вот подровняйте, чтобы было все аккуратно, ровно. А, ясно. Иначе пришивая, можно там уехать в сторону. Мгм. Теперь вырезайте такие же полосочки. Ну, вот как эти резали. Ширина такая же, но длину уже вот такую. Вот из этого же синенького можно, из да? этого? Можно из другого. Посмотрите, что как вы будете делать. Видите? Это очень сложно. На машинке это вообще хорошо, быстро.
Потом они откроются. Так. Вот надо, чтобы... Они откроются, вот так вот вы как бы ставьте, чтобы вот так вот шов шел. Вот видите, вот отсюда, и также там налет. Он также у вас идет, все А ровненько я очень. вот сюда пришла. Вот сейчас Нет, вот этот отсюда, вот надо, где соединились, вот так идти. Ну, шов обычно делаем как-то хоть полсантиметра. Поглубже, да? То слишком это. И он откроется, как раз все закроет, и там все очень хорошо надо. Я будет. имею в виду вот этот. Сейчас второй? надо сюда присоединить. вторую? Уголок сам вот, чтобы... Вот так и так же, как тот и при Нахлёстом, да? Не ту сторону. Да, немножко вот, чтобы он, как и этот, тоже нахлест. И этот. Вот так и пойдете. Так же тот дойдете, это так же полсантиметра нахлёст. Лоскутное шитье. Лоскутное шитье. На швы 5 миллиметров. Оптимальный. 5 миллиметров оптимальный припуск на шов. Слишком велик. Написано, что 5 миллиметров. 5 миллиметров. В новом изображении там все Очень хорошая книга, да? Это прогладьте, потом вот эти сделайте, чтобы вам уже А ты одноцветные все пришиваешь? У меня будет в двух. У меня нет, Вот, у меня не а, двух, ты я пере- В одних тонах. Нет, не в одних. Вот этот кусочек сюда. Изба. Тут схема. Вот изба, да? Схема. Новые схемы. Да, И они тут это один. готовили они. А, и пронумеровано. Да, 1, да, 2, 3, 4, 5. Последовательность, да. Все нумеруются элементы. Все, расчет ткани на одеяло. А, расчет Бордюры, все тут нарисовано. Методы. Как можно потом эти квадратики сложить. Можно все одинаковые шить, допустим, 7, и вот по-разному сложить. Получаются такие разные одеяла. Надо его немножко, уголок неправильно получился. у меня. туда далековато куда-то у вас немножко сдвинуть. Самый лучший вариант вот до самого, как бы вот так вот, Самого что угла. красивее всего, конечно, там может быть. Теперь какой-то цвет берете, вот такие полосочки. А вот из чего? Такого размера, даже они чуть меньше. Вот прям, потому что уголком они режутся помельче. Вот такие. Теперь мне... Так, у нас уже какой дальше по кругу длиннее должно быть. Да. На ширину полоски. На ширину полоски длину. Вот так. С этой стороны. Да, с той, какой вы брали. Мельче где были. Вот и где теперь меньше, напротив вот это, мелкий. Да, мелкого. Да, напротив Вот, мелкий. значит, сюда и сюда. Туда и туда. А потом там уже пойдут сюда. другие. Получается симметричный у нас рисунок такой. Да, как бы вот по обе стороны. Симметрия. да, По обе да. стороны одинаковые. Вверх-вниз и по бокам другой идет цвет. То есть вот эти рисунки можно использовать для аппликации. Да? Тут хорошо резать, тем более нету всяких этих. Так а можем вот Не, квадратик. мне кажется, тоже. Вот прям Да, такой квадратик, чтобы с фоном. Все равно тут надо обрабатывать там как-то, да? А этот вот прям раз квадратик. И нашивайте потом там еще дальше по-всякому что-то. можешь. И вот эту тоже можем в серединку Да. было взять, Да, кувшин тоже этот, куда-то. и, а по бокам сделать такие. На подушке, да? Да, допустим? 3, 4, 5 элементов уже. не попастись как раз именно, а то вдруг будете шить, поэтому лучше подрезать Почему кривой? аккуратненько. Да посмотрите, какой кривой. Не, просто красиво сейчас подравняйте. Края нужно равнять, вот тогда измерить. Будете Да? подрезать следующее. Дальше треугольнички или прямые идут? Нет, теперь треугольнички Теперь опять вот так треугольнички пойдут, да. Теперь треугольник как-то вот так надо расположить. И так, чтобы это Вот так. аккуратненько. Да, вот так. Да, вот так. Маршевать вырезала, да? Да, ну что, сейчас я край обрежу. Чтобы вот так вот, видишь, вот так осталось, и вот так ты пойдешь вот. Да, и да, там да. точно так же. Поэтому тут вот надо чуть срезать. Сейчас я край обрежу вот этот. Чтобы он тогда вывернется, и как раз будет ровненько по краю. Так, да? Где должно быть равное расстояние? Здесь. Так должно быть. То есть выпуск. Немножко накручивается. То есть на полсантиметра, чтобы Еще На полсантиметра И потом те заходит одинаковые сразу на делаем. угол. Что по одному подберешь, На сейчас угол и те и, одинаковые. и концы выходят за Вот чуть-чуть, чтобы Угу. вот так. И вот так будет. по углу. Да, потом в конце декабря она тоже не сможет. Там, наверное, в школе начнут все эти. Вот если только она не сможет. Народная прихватка.
нас прямые полоски. Красиво. У тебя два цвета получается. Да. Темный И светлый. Как раз и будет уже как раз. Да, и тут интересно, что уже шире тоже. Вариант Ну, вот идет. что, например, вот тут уже поуже, а потом вроде можно чуть уже пошире. Можно пошире уже. Что делать, если Краю. менять длину тогда? Край уже Краю, меняем. который подлиннее, можно пошире. Так, что мы туда? Так, прокладка у нас. Тряпка. Что поплотнее. Вот. Сейчас я приметаю, обрежу лишнее. А выворачивать мы будем? Я не буду, я Нет? потом тесемочкой это. Тесемочкой вокруг. Вот косые. А вот это Да, косая да, веечка да. уже. Классно, а Её сейчас вот так такие вот простые раз, вообще. Ее вот так заворачиваешь и все. И подогнули, и прошли. Это все Вот продается, так вот, да. понятно. Есть хлопчатобумажная. Хлопчатобумажная. И вот она прям такая же тоже. Прокладываешь, и смотри, крепенькая, хорошо. Крайчик получается. Да. Кусочки клеевого флизелина. Затем вырежьте ее припуска. Наверное, знаешь, что есть? Она- Она вот не скользящая, которая, да? Нет, такая, она как есть, сеточка есть такая. еще как бы ткань, да, и как бы, вот как ты говоришь, там выкраивается, потом утюгом. Она как бы И она прихватывает. приклеивается. Да, приклеивается. Как сеточка такая, Такой, да? да, клеевой да, флизелин, вот да, это вот и это есть, флизелин клеевой, да. Еще раз, как клеевой? Флизелин. Флизелин. Клеивается. Понятно. Сколько у нас тут осталось еще сторон? Еще много. Еще много? Смотрите, да, вот Ну, перекосилось, сейчас мы да? это обрежем. Ну, видимо, где-то, видите, вот не совсем... лучше сразу подравнивать. Сейчас мы по этому квадратику потом подровняем, просто будут полосочки уже там немножечко, вот, может, выровняются Тут они. нужно следить за тем, чтобы было Да, что вот ровненько, одинаково, потому что, ровно. видите, тут, видимо, хоть мы тут вот подправили, а все равно вот эти стрелки, вот тут немножко ушло. Здесь изначально начали использовать шелковый материал. Нет, да? он такой, как это, трикотаж, да, наверное? Вот это трикотаж, или вот что? этот, Вот с этот- футболочек, да. Вот. А, это трикотаж. Он Тянется, он тянется, да? можно чуть вот перекашивать, Его отбивать. чуть, да, дошли до края и начало перекашивать. Сложно Сложно. чуть-чуть, да. Первый раз, когда шили. Натянется, разгладится, все Но всё нормально равно так. лучше Лучше, всего но лучше таким, да. Сразу. Красиво. Вот еще Сейчас еще синюю. Еще синюю. Еще как сейчас. Да, вот надо тут сравнить. Вот били сейчас потемка. И все. Потом-то. Как мы примеряем размер? Как мы смотрим треугольника? Надо что-то понять красненькое, потому что год-то огненного петуха. Сюда. Такое яркое надо. И у нас кончики вот эти. Петуха. Надо уменьшить. Уменьшить? У меня вопрос, вот эти кончики. Их слишком много, их надо убрать еще. Срежутся и все. А вот сейчас их можно такими Прямо, да, вот оставить, сейчас да? уже вот так вот. Чуть подровнять. Ну, только что Я- вот нет, надо вот нет, может, я когда пришью, потом пришить. Сначала вот это, пришить. потому что тут надо, чтобы налет был. Да, вот это. да, Пусть, да. а потом уберутся Да. пришитые уже. Да, с выпуском. Я Да, думала, да, уже должны под- быть. подшито. После подшивания уже мы обрезаем. Ну, можете, но там не они сместят. Так вот будет ровно, так вы, а тут вот и сместите как раз. Будете шить и сместите, лучше вот обрезать. Пройдите, вот обрежьте ножничками таким нормальным. И потом вы будете знать, что ровненько поэтому шить. А так Лучше обрезать, да? Лучше да, обрезать. лучше обрезать, А потом у меня тут ровненько зашито. шить. У меня же тут зашито. Так тут зашьете потом все равно. Сколько тут еще по краям, да, осталось? Все, теперь уже. Да, тут еще прямые. Это последние треугольники. Ну, не знаю, по размерам надо смотреть, да. Так, уже петельку туда сделала. Ну, так она металла, что это. Все тропинки пути к родному крыльцу,
деревенского дома. Веди меня, сердце, как в детстве веди, края луговые.